Человечеству 5 миллионов лет. Сколько лет России неведомо, а есть еще отсчет жизни каждого из нас в отдельности. Считается, что до 30 лет каждый из нас считает свою жизнь бесконечной. После этого возрастного рубежа мы перестаем воспринимать как своего рода Дунканов-Маклаутов и начинаем задумываться, а сколько же нам отведено в этой жизни. Сегодня средний мужчина в Якутии проживает 58 лет, и ученые ничего утешительного не могут сказать об увеличении этого срока. В 1986 году осмотр такой проводился у нас в городе Якутске под руководством профессора Василия Прокофьевича Алексеева. В 1986 году. Он очень много населения, более 3000 населения обследовал в городе Якутске. А потом мы через 19 лет, 2002 года начиная, вот до 2005 года обследовали этих людей. Тех же самых? Тех же самых людей. И смотрели, и как динамика, как она пошла. Да. И получилось не совсем не этих же людей, людей с тем же заболеванием, сердечно-сосудистой патологией, мужское население. И оказывается, мы за 19 лет стали курить, скажем, мы тогда курили, мужчины курили 9 сигарет в день, так. А в 2002 году они стали курить 14 сигарет. Видите, от 9 до 14 повысилось количество курения. Так. А потом потребляли алкоголь 55 граммов в день, пересчет на чистый спирт. Так? А стали принимать 98 граммов. То есть почти в 2 раза повысилось. То есть тренд такой. Резкое число курения и число потребления алкоголя резко выросло. Эта тенденция она сейчас сохраняется. Артериальное давление больных артериальной гипертонией было примерно где-то на 13% выросло. Число мужчин с ожирением выросло на 12%. Борьба за продолжительность жизни не самоцель. Помните, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Ну, в том смысле, что завершить свой жизненный путь не на больничной койке, а в здравом уме и крепким. В начале прошлого века около 80% мужчин к 60 годам уже были недееспособными из-за болезней. Сегодня в развитых странах среди 65-летних людей прикованы к постели лишь 15%. А к концу 21 века люди будут здоровыми вплоть до дня своей смерти, убежден нобелевский лауреат Роберт Фогель. Старость станет лучшим периодом жизни. Ведь в начале 20 века в развитых странах доля расходов домашних хозяйств на еду доходила до 60%. Теперь же она не превышает 10%. Дальше будет еще меньше. А все остальное пенсионеры смогут тратить на развлечения, заключает профессор. Минимальная доля, она вот сохраняет полноценную, такую работоспособную, такую радостную старость. Очень основная масса это уже присоединяются различные заболевания, как инфаркт, инсульт, атеросклероз сосудов головного мозга, атеросклероз сосудов сердца и так далее, и так далее. А минимальное это сколько примерно? Ну хотя бы в процентах, если взять. Вот это вот таких данных нет. Кто активность, очень хороший работоспособность до глубокой старости сохранил, таких данных нет. Нигде такое исследование не делается. Это надо специальные геронтологические исследования надо делать. У нас вот это направление у нас не развито у нас в республике. Вообще в России это очень геронтология очень плохо занимается. И специально такой школ геронтологических, которые занимаются состоянием здоровья старого человека, пожилого возраста, таких вот школ нет. Было когда-то, это в Киеве было, когда на Украине. Так. Было. А сейчас Киев, это уже за границей. В России это таких вот не занимается. Специально таких исследований не делается. Но как же так, спросите вы? Нам столько лет твердили о том, что Якутия – родина долгожителей в СССР. Это статистическая неграмотность. То есть? Это, знаете, как делали? Был такой у нас Львов, такой был исследователь. Кандидат наук, он кожный венеролог был, но он занимался вопросами пожилого возраста. И он что сделал? Он берет подсчет людей в то время, когда он начал это исследование, это где-то в 80-х годах это было, да? Сколько, кто достиг 80 лет. Так. А он
не учитывал, такой есть коэффициент, сколько детей 80 лет тому назад родилось и умерло. Так. А у нас же в Якутии каждая женщина рожала 10 и более детей. И от 12 детей, от 10 детей выживали только один. Сколько детей родилось, сколько у них умерло. Это когда долгожительство, когда рассчитывает, обязательно надо учитывать, сколько от детей родилось, сколько них выжило. И поэтому такое получилось ложное представление, что в Якутии у нас очень, число долгожителей очень много. Понимаете? То есть это миф. очень высокая рождаемость была. И То есть очень высокая детская смертность. То есть это миф? А? Это миф? Это статистическая ошибка. Несознательная, просто нет неграмотности такая вот ошибка. А на самом деле, разве какой может речь долгожительства в Якутии? Так тяжелейшие условия, когда свирепствовал туберкулез, это самое трахома и тогда разные заболевания, это кишечная диспепсия. От поноса дети умирали в первые дни, месяцы своей жизни. Инфекция была такой, медицины никакой не было. Тяжелейшие условия жизни. Если родители не доедают, риск того, что ребенок будет слабым и более подверженным хроническим и инфекционным заболеваниям, увеличивается. А вслед за ним растет и риск того, что человек проживет меньше, говорит Роберт Фогель. Так что продолжительность жизни частично определяется еще и в зародышевом состоянии. Как вы относитесь к доктрине здорового образа жизни? Насколько она, скажем так, реалистична в нынешних условиях? Доктрина, она должна быть здоровый ЗОЖ, здорового образа жизни. Но она должна проводиться через экономические рычаги. То есть? Надо кормить людей. То есть как, натурально кормить? Мы изучали в 8 улусах питание населения нашего. Да. Так, например, получилось о том, фактическое питание изучали. И, скажем, по мясу в России норма мяса 81 килограмм. Так. В год должны кушать. А мы кушаем, на севере это 15%, по институт питания так говорит. То есть 100 килограмм каждый человек должен на севере у нас, в Якутии, кушать мясо. А мы кушаем в год 41 килограмм. Более чем в 2 раза меньше физиологической нормы мяса потребляем. А остальное? Остальное 239 граммов мы должны хлеба кушать, а мы кушаем 490 граммов хлеба и хлебобулочных изделий. То есть это вот недостающие калории от мяса, от рыбы мы восполняем хлебобулочными изделиями и макаронными, дешевыми макаронными изделиями. То есть, ожирение. Иначе говоря, углеводами. Углеводами. Это развивается ожирение человека. Я же говорил, за 12% выросло ожирение за 9 лет. Заболеваемость сахарным диабетом за 10 лет последние выросла в 2 раза. Понимаете, в Якутии 2 раза. То есть вы считаете, что это главным образом из-за от питания? Ожирения, от питания. Из-за питания. Углеводистое питание. И рыбы мы должны кушать по российским нормам 24 килограмма в год. А в Якутии сколько, вы думаете, рыбы кушают? Где в Якутии, где на каждого жителя по одному озеру приходится, говорят. И это озера все полны рыбы. Мы кушаем 8 килограммов. 24 и 8. 3 раза меньше необходимой нормы. А вот эти районы, в которых вы проводили исследования, это сельские же районы, наверное? Да, и город есть и так далее. Ну, было бы странно, в общем-то странно, что в деревнях едят мало мяса. Это вот, парадокс? Вот парадокс. А почему? Не знаю. Не знаю. Это надо вникать. Это совершенно, это не моя сфера ученого-медика. Это экономические всякие вопросы. Ну а экономика в самом широком смысле этого слова давно знает ответ. Едва ли не самым основным источником денег на селе являются пенсии и пособия. Ну а дефицит наличности сельчане восполняют тотальной сдачей молока, продажей мяса. Им ведь нужно выводить в города своих детей. И потому мясо заменяет хлеб, а натуральное сливочное масло – рама. Результат тот же. Заветные 100 лет продолжительности жизни – это фантастика. А когда мы будем жить до 100 лет? Вы верите в такую перспективу? Что средняя продолжительность Верю. жизни?
Верю. Насколько она отдаленная? Вот сейчас заложили огромные национальные программы и так далее. Программа по сельскому хозяйству, там, по жилищному, по жилью, по медицинскому обеспечению. Как они будут реализоваться? Как они войдут? Это на самом ли деле они настоящие вот действующие программы, или это может такая политика? Черт его знает. Если все дальше пойдет, хорошо, тогда этот момент, когда до 100 лет будем жить, возможно, наши дети, дети или мои внуки, возможно, они их застанет. Вам сколько лет? Мне 70. 70 лет, 2 января 1937 года родился, 70 лет исполнилось. У меня дочери 11 лет, в 5 классе ходит. Можно такой бестактный вопрос задать? Сколько еще лет собираетесь прожить? Не знаю, я не рассчитываю. Не гадали никогда? Я никогда не думаю. Сколько дается, столько и буду жить. Надо в рамках себя держать. Не надо злоупотреблять вот этими всякими нехорошими вещами, там, алкоголем, табаком и так далее. Все в рамках надо держать. И тогда наследственность, она как раз столько проживет, сколько тебе положено. Для самых развитых стран средняя продолжительность жизни населения больше 100 лет – это вопрос ближайшего 20-летия. Пока ученые не нашли никаких доказательств того, что есть какие-то генетические или физические границы для роста продолжительности жизни. Это дает рост средней продолжительности в 11 лет до 93 лет.